Рисовать на воде. Вы когда-нибудь об этом слышали? Можно научиться необычной технике среди известных картин. Гора новостей в художественном музее Нестерова. Здесь ежедневно проводят мастер-классы по рисованию. Ребята осваивают живопись в разных техниках. Одна из них – эбру. Картины создаются прямо на воде. Так рисовали еще на Древнем Востоке. Интересно, что же находят в этом старинном искусстве подростки 21 века? Альфия, как тебе для начинающего художника и какие ощущения ты берешь, когда рисуешь? Мне очень нравится рисовать, это успокаивает. И если добавлять там очень яркие цвета, то яркие картины получаются. Это поднимает очень сильно настроение. Что самое сложное в работе или технике эбру? Это чтобы краска не потонула. Помимо эбру, ребята занимаются еще точечной живописью. С помощью этой техники можно не только рисовать картины, но и декорировать различные сувениры, поверхности и даже повседневные вещи. Как ты думаешь, почему ваши занятия проходят в музее? Тут очень приятная атмосфера, и ты вдохновляешься картинами великих художников. Мне очень нравится тут рисовать. В ходе мастер-класса у ребят еще запланированы экскурсии. Тут они знакомятся с современными художниками. Используют глубокий синий, глубокий зеленый, но нигде нет черного цвета, посмотрите. Тут они вдохновляются актуальными работами. Абсолютно в любой технике рисования есть основа основ. Это сочетание цветов и форм. Этому и учатся юные живописцы, прогуливаясь среди картин. Вне зависимости от стиля рисования нужно знать классические законы. Сколько времени нужно, чтобы нарисовать настоящее произведение искусства? Оказывается, не так уж и много. Ведь в эбру главное сочетание цветов. Лада Гилева, Руслан Бекбаев. Специально для Горы новостей.